Резиновый гидрокостюм, боты и акваланг. Снаряжение водолаза весит более 30 килограмм. Чем тяжелее костюм, тем легче работать на дне, объясняет Рамзан Мударов. Спасатель провел под водой 1000 часов. Сколько людей удалось спасти за 10 лет службы, Рамзан даже не помнит. Его мужество, оперативность и командный дух ставят в пример и командиры, и сослуживцы. Целеустремленный, пытается достичь больше глубин. Мы с ним работаем уже около 10 лет вместе. Побывали в разных ситуациях. Показал себя со всех сторон. Очень надежным товарищем, другом. Спасатели-водолазы всегда в боевой готовности. Сегодня тренировка в бассейне, но работать приходится в экстремальных условиях. За плечами у Рамзана десятки успешных спасательных операций. Вместе с командой ему удалось извлечь мужчину из затопленной реактивной шахты в Бамуте, спасти 2 подростков из Грозненского моря и 3-летнего ребенка из артезианской скважины в селении Майртуб. Когда устроился на работу, начал познавать азы, я понял, что чисто по духу мой внутренний мир, и это было мне близко к сердцу. Получал новые профессии, узнавал очень многое, помогал людям, очень много людей благодарили нас. Но мы никогда не ждем ни благодарности, это наша работа, это наша обязанность помочь человеку в трудную минуту, в чрезвычайных ситуациях. Заслуги спасателя 1 класса оценили на Всероссийском фестивале «Созвездие мужества». Его признали лучшим в своем деле. Но водолаз – не единственная специальность Рамзана. Инструктор по промышленному альпинизму, слесарь-ремонтник и медбрат. Специалист МЧС должен уметь все. Тинатин Музашвили, Муслим Типаев. Новости.